ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Суббота, 14:00. В школе номер 18 неожиданно рядом с центральным входом звучат выстрелы. Включается аварийный сигнал в помещениях, и спустя пару минут колонну порядка 100 учеников гонят по коридорам люди в масках. Террористическое нападение с заложниками в виде учеников. Нападающие окопались в спортзале, у них есть взрывчатка. С минуты на минуту все ждут штурма, и он не заставляет себя ждать. С нескольких сторон врываются бойцы с оружием в камуфляже, обезвреживают налетчиков, выводят заложников в безопасное место под прикрытие щитов и деактивируют бомбу следом. Все действо занимает 15 минут, а сам штурм от начала до конца и вовсе 4 минуты. Сделали, как планировалось. То есть все по плану, мы же готовились, то есть считали ровно по часам, все, даже по патронам, как посчитали, все получилось. Ну, вообще, если бы это был настоящий штурм, всего было, конечно, не так. А для урока, я считаю, очень даже неплохо. Вообще, я считаю, что очень неплохо, что с нами стали работать в городе школы, университеты, что мы можем что-то показать, потому что делаем это совершенно бесплатно, на своей инициативе, потому что раньше такого не было. Необычное действие учения по антитеррористической безопасности. Их совместными организаторами выступили бойцы страйкбольных клубов «Отдел К» и «Север», военно-патриотический клуб «Пересвет» и руководство 18-й школы. При этом патроны хоть и холостые, но само оружие соответствует оригиналам. В процессе перестрелок используются светошумовые гранаты и пиротехника. Например, один из спецназовцев отстрелял почти 60 патронов. Но поскольку школа – заведение все же учебное, то накануне для школьников провели занятия, как вести себя в условиях захвата заложников, чего делать нельзя и, более того, опасно. Так что к учениям все участники подошли готовыми. Кстати, и участвовали в них только те школьники, чьи родители выразили согласие. Сейчас нас очень сильно оберегают молодого человека. Вот, не дай бог, он перетрудится где-то, не дай бог, травмируется и так далее. В общем, мы растим, на мой взгляд, на наш взгляд, очень избалованное молодое общество. Я думаю, что такие вот мероприятия должны быть регулярно. Это еще благодаря директору этой школы, который подошел к этому с пониманием и посчитал, что ему это нужно. Как остальные, я не знаю. Но вы посмотрите, что творится вокруг нашей страны. Ведь через 10-15 лет нам практически передавать эту землю, эту страну вот тем, кто сейчас тренируется. Что они будут уметь, какие они навыки будут иметь, это будет зависеть сегодня от нас только. Совместное учение такого плана для Ухты новинка, но вполне дельное. Условия, приближенные к реальным, способствуют доходчивости занятий по поведению во время террористических акций. Страйкбольные и военно-патриотические клубы подчеркивают, что готовы сотрудничать в схожих мероприятиях со всеми, кто сочтет это нужным. Правда, будут ли новые желающие, пока вопрос. Но уже 9 мая отдел К, Север и Пересвет покажут мастерство в рамках празднования Дня Победы. Ожидается нападение на колонну и не только.